Нидерланды – небольшая густонаселенная страна. Плотность ее населения составляет 496 человек на квадратный километр. Долгое время ей не хватало ресурсов для масштабного сельского хозяйства. А сейчас она занимает второе место среди мировых поставщиков продуктов питания. Как ей это удалось? При взгляде с высоты Голландия вовсе не похожа на страну с массовым аграрным производством. Многочисленные лоскуты плотно засаженных полей. Каждая совсем невелико по современным стандартам. В главных аграрных областях страны трудно отыскать картофельное поле, теплицу или свинарник, в окрестностях которых не было бы какого-нибудь небоскреба, фабрики или другой урбанистической застройки. При этом более половины земель в стране заняты под сельское хозяйство и растениеводство. Ожерельем из кажущихся гигантскими зеркал, поблескивающих на полуденном солнце, а по ночам вспыхивающих и вовсе неземным свечением, раскинулись голландские тепличные комплексы. Площадь некоторых достигает 70 гектаров. Именно благодаря этим необыкновенным теплицам, поддерживающим постоянный внутренний микроклимат, страна, расположенная в 1600 километрах от Северного полярного круга, стала мировым лидером в экспорте таких теплолюбивых растений, как томаты. Помимо них, голландцы удерживают первое место в мире по экспорту картофеля и лука, а также занимают второе место по поставкам овощей в целом. Более трети мировых сделок на рынке овощных семян также заключаются в Голландии. Нидерланды являются мировым лидером по внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве и животноводстве. С 2000 года голландским фермерам удалось практически полностью отказаться от применения пестицидов, а с 2009 года сократить использование антибиотиков в птицеводстве и животноводстве на 60%. В настоящее время Нидерланды занимают второе место по экспорту продуктов питания, уступая лидерство лишь США, стране, размеры которой превышают Нидерланды в 270 раз. Теплицы, оснащенные климат-контролем, позволяют собирать урожай круглый год. В Вестланде, находящемся в провинции Южная Голландия, площадь теплиц занимает 80% от всех сельскохозяйственных земель. С ростом спроса на курицу голландские производители разработали и внедрили технологии, позволяющие максимально увеличить производство птицы, сохранив гуманное отношение к животным. В результате точного определения необходимого количества воды и питательных веществ картофельные фермы получают в 2 раза больше урожая. Музей образцов почвы со всего мира содержит 1200 экземпляров. Коллекция является важным источником для дальнейших исследований в области сельского хозяйства. Объем производства увеличился так сильно благодаря новой сельскохозяйственной политике страны, которую та приняла почти 20 лет назад, производив в 2 раза больше за половину доступных ресурсов. Таким достижением в области сельского хозяйства страна обязана своему Вагенингенскому университету, который считается лучшим агропромышленным научно-исследовательским институтом в мире. Этот университет является ключевым элементом продовольственной долины, в которой развиваются технологические агростартапы и экспериментальные фермы. Будущее сельского хозяйства Нидерландов обретает форму не в переговорных крупных корпораций, а на тысячах семейных ферм. Одна из таких принадлежит семейству Дюжвестижен и представляет собой гигантский тепличный комплекс, в котором помидоры свисают, как лоза, и уходят корнями не в землю, а в специальные волокна из базальта и мела. Здесь выращивается около 15 разных сортов томатов. В 2015 году международное жюри агропромышленных экспертов признало тепличное хозяйство Дюжвестижнов самой инновационной фермой по выращиванию томатов в мире. Для полива используется только дождевая вода. Чтобы полить обычное открытое поле, требуется около 60 литров воды. На ферме это количество сокращается до 15. Каждый год все томаты выращиваются заново из семян,
а старая ботва отправляется на переработку. Из них потом делают ящики для урожая. Для борьбы с вредителями ферма использует натуральные средства – целую армию клещей, которая не ест томаты, но уничтожает вредоносных насекомых. Нидерланды славятся семенами, которые они производят. В 2016 году страна продала их на сумму около 1,7 миллиарда. При этом она не поставляет на рынок семена геномодифицированных продуктов. Фермерские хозяйства Нидерландов предлагают даже семена овощей, которые умеют самостоятельно защищаться от основных вредоносных насекомых. А одно томатное семечко стоимостью 50 центов из высокотехнологичной теплицы способно принести урожай в 68 килограммов. Нидерландские исследователи стремятся обеспечить продуктами не только свою родину, но и развивающиеся страны. Эта небольшая страна в прошлом году экспортировала сельхозпродукции на 90 миллиардов евро. Но для голландцев важно не только количество, но и качество. Поэтому там разработали новую концепцию развития агросектора. Для Голландии агросектор – это прежде всего область высоких технологий. По данным издания Dutch Review, затраты на научные исследования и разработки в голландских агрокомпаниях с количеством сотрудников более 10 человек выросли на 19% за 2018 год до 864 миллионов евро. Для других отраслей голландской промышленности показатель роста инвестиций в среднем составил 11%. Годом ранее, обойдя США и Великобританию, по итогам 2017 года Нидерланды поднялись еще на одну позицию в глобальном индексе инноваций G2, опередив Швецию и заняв второе место после Швейцарии. Так что если у кого и получится создать сельское хозяйство будущего, это наверняка будут голландцы. Если в 1999 году Голландия использовала больше удобрений, чем любая другая европейская страна, в среднем 500 кг на гектар, к 2014-му эта цифра сократилась более чем в 2 раза, а в оранжереях удобрения и вовсе практически не используется.